После возвращения на родину в Финляндию, Гуго Стандершельд вложил заработанные в Ижевске средства в недвижимость. Он приобрел 2 дома в Хельсинки, а также поместье в своей родной области Хями. Один из домов Хельсинки он настроил на 1 этаж. На 2-м этаже теперь располагалась квартира хозяина и просторный зал с балконом. Здесь устраивались танцы, проводились торжественные и праздничные мероприятия. С 1934 года в этом здании располагается Верховный суд Финляндии. Рядом с ним находится президентский дворец. Стандершельд посчитал выгодным вложиться в деревообрабатывающую и бумажную промышленность. В 1894 году он купил фабрику по производству пряжи в Восточной Финляндии. Недалеко от нее он построил успешный целлюлозный завод. Компания Стандершельда некоторое время была крупнейшим производителем сульфитной целлулозы в стране. Около половины производимой бумаги первоначально отправлялась в Россию. Позже экспорт расширился в Германию и Соединенные Штаты. Но главным финским детищем Гуго Стандершельда стало его кардинально обновленное поместье Ауланка. Новое здание усадьбы было спроектировано известным архитектором Вальде Аспелином. Вокруг дома был разбит английский парк и сад в стиле барокко. Строительство началось в 1883 году и продолжалось почти 20 лет. Перед главной лестницей поместья был сооружен фонтан. В саду росли пальмы, агавы и кактусы, привезенные с Лазурного берега, а также множество цветов. Сад был украшен греческими статуями, папоротниками, лилиями, кипарисами. Кроме того, в саду обустроили 14 теплиц для выращивания цветочной рассады и экзотических фруктов. В самом парке были вырыты искусственные пруды с насыпными островами. Стандершельд содержал рыбоводческое хозяйство для собственного потребления и первый в Финляндии небольшой зоопарк. На склоне холма Ауланка из камня были выложены искусственные руины, напоминающие замок, и возведена высокая смотровая башня. С самого основания парка он был открыт для посетителей бесплатно. Ауланка был одним из популярных достопримечательностей Финляндии для туристов и отдыхающих посетителей на рубеже 19-20 веков. Работники считали Стандершельда рачительным и добрым хозяином. Для них он предоставлял гораздо больше, чем денежную зарплату. Льготы включали медицинские услуги и лекарства. Летом в саду было много помощников, а многочисленные посетители парка еще больше увеличивали потребность в персонале. В самые напряженные времена в нем за хорошую плату работали от 20 до 30 человек. Кроме того, Стандершельд организовал школу для детей своих рабочих и безземельных крестьян. Каждый год он покупал школьникам обувь и обеспечивал им медицинское обслуживание. Летом Гуго Стандершельд часто устраивал вечеринки для своих друзей и родственников в Ауланка. Гостей полковника встречала вереница конных экипажей на вокзале, а при подъезде к усадьбе их приветствовали артиллерийскими залпами с башни гранитного замка и игрой духового оркестра. Гостей развлекали, устраивая для них небольшие прогулки в парковой зоне, а после организовывали грандиозный ужин. Гуго Стандершельд был известным меценатом и филантропом. Как военный и патриот своей страны, он помогал кадетскому училищу, которое когда-то сам закончил, а после гражданской войны вдовам и детям погибших белофиннов. Кроме того, он оказывал значительную помощь финляндскому медицинскому обществу и шведскому литературному обществу Финляндии. Поскольку Стандершельд был бездетен, он не хотел обременять своих родственников управлением поместьем и лесным парком. В 1926 году, будучи уже в почтенном возрасте, он продал Ауланка городскому муниципалитету с условием, что парк останется свободным в доступе для жителей города. Объявленный природным заповедником в 1930 году, парк Ауланка до сих пор является частью национального городского парка, любимой зоной отдыха для жителей Хями и многочисленных туристов. Гуго Стандершельд умер в 1931 году и был похоронен на территории своего бывшего поместья.